Стараемся коллеги, у меня это первый опыт в роли модератора в такой крупной аудитории и достаточно серьезной, поэтому прошу, как говорится, простите, понять, надеюсь на вашу поддержку, дружелюбную обстановку на сегодняшней нашей встрече. В общем, что я так подумала, так как у нас немного время сократилось, я хотела бы вам озвучить, как я вижу сегодняшнюю нашу встречу. Я предлагаю, если у нас есть представители вот из управления образования, дать немного времени рассказать о том, как сейчас построено дистанционное обучение, потому что, наверное, это самая у нас острая, да, тема сегодняшнего дня. Дальше я дам слово Ольге Солдатовой, которая расскажет про нашу школьную цифровую платформу, про ее уникальности, возможности, дальнейшие шаги развития в этом направлении. Далее мы обсудим наши программы Корп-университета, которые также в онлайн-формате могут получать наши студенты, сотрудники организации региона и повышать качество своих знаний. И затем перейти уже к обсуждению именно безопасности на объектах наших, это мы поговорим с вами о биометрии, о том, как наши сервисы могут облегчить жизнь при проведении крупных онлайн-олимпиад, либо каких-то там сессий. И если у нас в конце будет время, мы можем поговорить на какие-то еще темы, которые там у нас сегодня не запланированы, но так или иначе связаны с образованием. Мы готовы сегодня записать все ваши боли, пожелания и уйти отсюда, обменявшись опытом, и будем думать, как мы можем в дальнейшем сотрудничать и помогать в решении ваших вопросов. Поэтому, если у нас на связи есть, то я готова дать несколько слов Поповой Тамаре Николаевне, это заместитель начальника управления образования. Тамара Николаевна, вы с нами на связи? Видела, что в первой части была, вот сейчас. Добрый день всем. Я что-то пропустила. Фамилию такую свою слышала. Тамара Николаевна, мы вам даем несколько слов. Расскажите нам, как сейчас у вас организована дистанционная работа в школах, чтобы мы могли плавно перейти к обсуждению этого вопроса, каких-то проблемных зон в этой сфере. Так, ну, сейчас у нас учреждения все находятся на смешанной форме обучения, поскольку мы начинали с очной формы в некоторых образовательных учреждениях, но поскольку есть карантинные мероприятия, классы переходят на дистанционное обучение в том числе. Есть школы крупные, в которых заранее установлен был режим, что школа выбирала свою модель обучения, то есть часть классов или часть детей сажала на дистанционку. Есть такие модели, когда половина класса находится за партами, а половина класса находится в это время дома. Например, опыт городской классической гимназии, Якутской городской национальной гимназии, когда значит, все, что происходит в кабинете, транслируется ученику через Zoom, насколько я понимаю, и ученик как бы удаленно находится, присутствует и видит, присутствует в классе удаленно, видит все то, что происходит, о чем говорит учитель, и ну, доска транслируется. Вот в таком режиме. Есть, конечно, часть детей, потом ситуация такая, что есть учителя, которым за 65 лет, и они обучают детей только в дистанционном режиме. Из-за этого, конечно, возникают сложности с расписанием. Потом, конечно, учителя болеют, их семьи болеют. Бывает так, что расписание составлено на неделю, а его надо в середине менять, и учитель также переходит на дистанционное обучение. То есть, ну, есть такая ситуация такая. Есть дети, у которых, ну, это уже, наверное, другое немножко, что не все дети обеспечены скоростным интернетом домашним, и не все дети имеют, ну, гаджеты, да, удобные для работы.
Ну, на мой взгляд, вот модель, когда учитель, работая в классе, обучает параллельно очников и заочников, ну, вот эта модель, наверное, представляет наиболее такую перспективу, поскольку у нас нет возможности оплатить дважды работу учителя, когда он объясняет урок в классе, и это же он повторяет для детей, находящихся в дистанционном режиме. Вот этот момент. Ну и второе, когда ученик мог бы быть привязан, ну, к какому-то сервису, да, и плавно переходить из очного в заочный формат, и в ходе урока, сидя, получается, что если учитель обучает детей в дистанционном режиме, получается, дети, которые прошли в школу, а урок стоит этого учителя там третьим уроком, то он все равно вынужден обучаться дистанционно. Ну, так, наверное, могу вкратце рассказать. Если какие-то вопросы вы задавайте, тут у нас команда, вот Ольга Сухаринова, отдел развития образования, вот Евгений Баранов, как раз 33-я школа, он координатор всей этой работы в данной школе, свою модель может рассказать. И Лариса Владимировна, начальник информационного отдела. В принципе, если есть вопросы, что обсудить, можно. Спасибо, Тамара Николаевна, огромное за комментарий. Я, как видите, сама работаю в удаленном режиме. Вот нахожусь дома. Но мы сейчас, наверное... Просто тут параллельно мне тоже какие-то письма приходят по работе. Я пытаюсь и это успеть, и здесь на форуме участвовать. Поэтому кое-что я упускаю, видимо. Спасибо. Надеемся, что вы будете это все равно слышать и участвовать в диалоге. Ольга, я тогда предлагаю начать с вашего ролика, чтобы, так сказать, как раз все освоились. Посмотрим и передадим слово нашей школьной цифровой платформе. Сейчас я запущу ролик. Кстати, у нас 17 школ подключились, вот проект Сбера, да? Да, вот мы как раз, я предлагаю после этого... Вот этот момент, конечно, мы работу ведем, и вот как раз Евгений этим плотно занимается. Да, мы вот после как раз этого обсудим, я хотела к этому вопросу перейти. Образовательная платформа Сбербанка помогает детям продуктивно учиться в классе и дома. Мозг проекта – интерактивная река знаний. Она показывает межпредметные связи и знает, что ребенок уже изучил, изучает или будет изучать в будущем. Знания разделены на игровые учебные модули. Профессиональные педагоги, психологи, художники и дизайнеры превратили процесс обучения в приключения. Исследовать животных в дикой природе, путешествовать по древнему Китаю, общаться с живым фараоном, изучать систему мер на Руси или писать собственную книгу «Новая реальность школьника». Будет сделано 500 тысяч страниц с диалогами, тренажерами, иллюстрациями, 3D-графикой и обучающими играми. Сердце платформы – новая методология этичной школы будущего. Здесь нет оценок. Их заменили постановка и достижение целей. Ученик видит свой прогресс в информативном личном кабинете. Родители могут следить за успехами в мобильном приложении. Вместо контрольных и экзаменов – проекты. С их помощью ребенок не только закрепляет классические знания, он учится общаться, быть лидером и членом команды. Библиотека – ключевой раздел платформы. Она хранит все цифровые книги, рукописи и фрагменты, на которых стоят основы нашей культуры. В учебнике ребенок никогда не останется один. У него есть цифровой друг и спутник. Он напомнит о задачах, соединит с учителем, поможет закрепить знания и поддержит в трудную минуту. Платформа живет в облаке, поэтому образовательный материал обновляется каждую неделю. Будущему нужны романтики, ботаники, талантливые мечтатели и смельчаки. Ольга Солдатова. Да. Добрый день, коллеги.
действительно, там, давайте попробуем, может быть, в диалоге построить в том числе обсуждение данного продукта, данного проекта Сберкласс. Я сейчас буквально несколько слов скажу об основных акцентах, которые важно понимать, в чем специфика предлагаемого нами продукта Сберкласс, цифровой платформы, и каким образом мы развиваемся. Тот ролик, который сейчас вы увидели, это тот полный образ платформы, который будет реализован к 1 сентября 2021 года. Сейчас еще там не совсем все опции, которые были представлены, доступны, но они в доработке. Что важно? Важно понимать, что школьная цифровая платформа не отменяет и не заменяет общее образование и не выключает учителя из образовательного процесса. Очень важна роль учителя, который тоже перестраивается и включается в работу и в проектирование урока в новом формате. Вот как раз сейчас был запрос на то, что меняется подход, обучение в школе становится, в связи с нашими там сейчас реалиями разным, когда есть дети, которые обучаются дома, есть дети, которые обучаются в классе, учитель может проектировать урок из класса, но работать в разных форматах. Вот, наверное, наша платформа прежде всего отвечает такому формату работы, потому что учитель перестраивает урок, как вы видели в ролике, мы уходим от поурочного планирования тем к модульным, когда и учитель, и ребенок самостоятельно могут формировать цель прохождения по изучаемому материалу и выполнять задания как онлайн в платформе, так и офлайн в классе, в командах, в группах или индивидуально. Поэтому роль учителя, собственно, в данном проекте в том числе очень важна. Она просто немножечко меняется в отличие от традиционного формата обучения учителей прежде всего. И так как в регионе уже есть школы, работающие, знакомящиеся с нашим проектом, то наверняка понимаете, что сейчас идет как раз обучение учителей, курсы повышения квалификации, когда мы их погружаем в методологию, и это тоже еще один очень важный акцент, отличающий нашу платформу от, наверное, многих других, потому что это не просто платформа, это не просто дополнительный источник знаний в новом формате. Это, да, конечно, прежде всего интерактивный, исчерпывающий контент по всем предметам, для того, чтобы можно было выстраивать вариативные персональные траектории развития ребенка в проекте. Но в основе нашей логики, в основе нашей методологии лежит персонализация образования. Это очень важно, и самое первое, что мы делаем на этапе подключения школ, мы знакомим школы, учителей, директоров школ с особенностями данной методологии, потому что школьный процесс и школьный уклад начинают меняться в зависимости от того, как активно учителя начинают пользоваться нашими принципами, нашими методиками, которые мы предлагаем. Данная методология, конечно, не является инновационной и разработанной вот только сейчас. Мы обобщили наши научные руководители, а научным руководителем проекта является Елена Ивановна Казакова, профессор, доктор наук, и Александр Григорьевич Осмолов, психолог, тоже профессор, всем вам хорошо известные. Мы вместе с нашими методологами и научными руководителями обобщили тот опыт педагогический, который был в нашей российской системе образования накоплен, использовали, и, конечно, мы отсылаем наших учителей к системе развивающего обучения, Ильконина, Давыдова. Конечно, мы используем труды Леонтьева, Воронцова и так далее. То есть мы смогли, и платформа как цифровой инструмент позволила нам на данном этапе, на наш взгляд, наверное, максимально удобно и продуктивно, используя лучшие методики и технологии, прежде всего, можно сказать, развивающего обучения, в обычной традиционной школе, когда есть большой класс, много детей, но мы выстраиваем работу таким образом, что учитель за время урока успевает поработать с каждым ребенком. Платформа это позволяет.
Сейчас мы находимся, многие регионы сейчас по-разному выстраивают учебный процесс, есть ограничения, и, конечно, мы сейчас, работаем в дистанте, многие школы переходят в дистант на какое-то время, и, конечно, платформа тоже здесь позволяет нам выстроить и такой формат работы, потому что ребенок, ученик, поставив себе цель на освоение данной темы, данного конкретного предметного модуля, может самостоятельно работать, используя тот бэкграунд, тот контент, который есть на платформе. Контент разрабатывается сейчас. На данном этапе у нас есть учебный контент по параллелям с 5 по 9 класс, но мы движемся дальше. До следующего учебного года мы будем предоставлять контент для начальной школы и для 10-11 класса. Пилотно мы начнем апробировать материалы начальной школы 4 классов уже с нового 2021 года. Это то, к чему мы стремимся и как мы развиваемся именно в проекте Сберкласс. Для того, чтобы тоже сегодня звучал формат, что не у всех детей дома есть гаджеты, нашей командой совместно с разработчиками Сбербанка был разработан дополнительный девайс, продукт цифровой Сбербокс. Это цифровая приставка, наверняка вы тоже о ней знаете, цифровая приставка, которая позволяет ребенку, подключив ее к домашнему телевизору, если дома нет компьютера, использовать приставку как такой полноценный, можно сказать, компьютер. Приставка идет вместе со специально разработанной клавиатурой, тачпадом, и работать, и выходом на школьную цифровую платформу, на платформу Сберкласс. Соответственно, ребенок может дома работать используя свой обычный домашний телевизор и данную приставку. Как зайти в Сберкласс? Здесь определяет регион, здесь каждая школа может изъявить желание и готовность подключиться к данному проекту. Достаточно просто написать нам запрос о том, что школа готова и хочет познакомиться с проектом, и, естественно, такая возможность ей будет предоставлена. Для того, чтобы более подробно познакомиться с платформой, если вы ее еще не видели и не очень понимаете, как все устроено внутри, есть демо-доступ. Я в процессе сейчас, наверное, круглого стола скину ссылку в чат на демо-доступ к платформе, когда вы можете зайти и прям посмотреть, как ученик видит платформу, как ее видит учитель, как учитель может проектировать свою работу. Кроме школьной цифровой платформы... Я перебью, там вопрос был именно не в Сберкласс, а как Сбербоксы получить. Я тут могу добавить, а ты меня поправишь или нет. Я знаю, что у нас Якутия зашла позже основных регионов, которые летом заходили. То есть мы идем немного здесь с отставанием в плане обучения учителей. И насколько мне известно, те регионы, школы и школы этих регионов, которые отказались, они вернули назад эти Сбербоксы в Москву, и сейчас идет перераспределение на регионы. Поэтому мы про Якутию помним, и я думаю, что часть устройств будет передана, да? Абсолютно верно, да, вижу, что не получали приставки. Сейчас мы ведем перераспределение тех устройств, которые у нас остались, либо вернулись к нам, и, конечно же, будем перераспределять на те регионы, которые не приняли в этом участие, не получили ни одной приставки, естественно. Я буду сейчас уже завершать. Я думаю, что если будут вопросы, то лучше нам поговорить в диалоге про проект. Скажу еще только один момент про то, что кроме школьной цифровой платформы сейчас идет активная работа, наверное, тоже там будет вам интересно, это разработка университетской платформы. Консорциум вузов сейчас формируется, который начинает совместно запускать и обсуждать необходимость определенных моментов, связанных с работой данной платформы. И, конечно же, данную деятельность курирует Министерство образования и науки. И буквально в эти дни проходит стратегическая сессия консорциума вузов как раз по доработке университетской платформы, чтобы она со следующего учебного года у нас уже начала работать. Мы развиваемся, начиная с 1 класса и заканчивая школьным образованием, и переходим к высшему образованию. Стараемся быть нужными и полезными, поэтому как раз
Если у тех школ, которые есть в проекте, есть нам обратная связь, есть какие-то предложения и запросы, пожалуйста, присылайте их, мы будем только благодарны. Как вот я уже сказала в самом начале, платформа развивается, платформа меняется, обновляются учебные материалы, тоже чтобы сразу снять какие-то волнения и беспокойства для понимания. Учебные материалы, которые разрабатываются по предметам, они все разрабатываются в соответствии с ВГОС, они не привязаны к конкретным авторам и учебникам, нам часто приходят такие вопросы, но весь материал, который создан, он соответствует государственным стандартам и требованиям и обязательно проходит экспертизу разными ведомствами и, конечно же, согласовывается с Министерством просвещения в том числе. Поэтому мы не отходим от стандартов, но мы предлагаем чуть более широкую вариативность для того, чтобы и учитель, и ребенок могли проектировать свою траекторию самостоятельно. Ну и, конечно, в том числе мы не отменяем учебники и не пытаемся их заменить. Здесь уже свобода творчества учителя, и он определяет сам, в каком формате ему строить уроки, понимая особенности детей, возможности их, работая буквально с каждым учеником. С СПО колледжа, в университетской платформе я пока не могу сказать вам, будет ли предусмотрен данный момент. По школьной программе колледжи наверняка смогут подключаться для школьного контента 10-11 класса. Профильно пока речи про колледжи у нас не идет. Возможно, мы к этому придем. Наверное, у меня в общем все о проекте. Если будут какие-то вопросы, то я, конечно, готова буду на них ответить. Да, коллеги, давайте вопросы с голоса. Плюс мы приглашали школы, которые активно начали пользоваться платформой. И вот хотелось бы от вас услышать обратную связь, возможно, пожелания, чего вам не хватает, да, и что можно доработать. Международная арктическая школа, меня зовут Сардана Татаринова, мы одна из 41 школы, которые начали в регионе апробацию платформы Сбербанка, и я даже хотела бы сразу начать с вопроса, потому что когда мы инициировали сотрудничество со Сбербанком, и первоначально мы обратились туда как школа отдельная, да, и нам сказали, что это возможно только если будет общая заявка от региона. И тогда Министерство образования нас поддержало, правительство поддержало, была общая заявка от региона, что и закончилось все это общим соглашением, и 41 школа вступили и начали пользоваться вашей платформой, да, школьной. А сейчас я услышала, что могут теперь отдельные школы дополнительно, благодаря этому соглашению, тоже подключаться. То есть этот список может увеличиваться, правильно? Да, абсолютно. Мы со следующего года выходим в промышленную версию, когда, в принципе, мы стремимся к тому, чтобы и учитель, и ученик, и родитель даже могли самостоятельно инициировать вход в платформу и работу с ней. Поэтому сейчас уже, да, мы можем дополнять заявки, если школа какая-то новая заинтересована в участии в проекте, можно обратиться, сделать заявку. Мы буквально в конце декабря начинаем новую волну подключения, обучения школ, которые вновь будут приходить к нам в проект. Соответственно, да, это возможно. Спасибо, потому что у нас есть своя сеть, школы-спутники Международной арктической школы, в том числе, которые расположены очень отдаленно, поэтому мы бы, конечно, хотели бы, чтобы они тоже все были подключены на эту платформу. Я немножко скажу, что, конечно, мы как типичный такой пример, наверное, что у нас все-таки на сегодня пока самое популярное – это видеокоммуникация на Zoom среди учителей. Это 70% пока все остаются в таком мощном формате и просто транслируют свои уроки. И вторая платформа, которую у нас используют учителя, остальные 30% это Discord. И со Сбербанком у нас соглашение до 2023 года. Мы всех подключили, уже полная готовность, и технические вещи они проведены, и начались у нас уроки по информатике. Здесь присутствует как раз преподаватель. Но поскольку я была знакома немножко
раньше с платформой, и сейчас я ее вижу, как сказать, в реальной уже учебной деятельности, то она действительно, почему она нас заинтересовала по сравнению с другими решениями, именно потому, что она дает возможность реального вот смешанного обучения и возможность использовать и дома, и в школе, да. И она удобна не только детям, которые видят действительно там постановка цели, они видят свою динамику, продвижение, развитие, там очень интересные такие мотивационные вещи есть, да, но она еще, что мы искали, она удобна для учителей. Потому что мы сейчас вот как раз вышли на этап, когда наша основная задача – это вовлечение педагогов. Да. Видите, как все-таки какое-то сопротивление очень такое серьезное внедрению онлайн-обучения есть учителю. Почему Zoom популярный, да? Потому что ничего делать не надо, методику менять не надо, вообще ничего не надо, подключил просто Zoom и все, да? А здесь, несмотря на то, что действительно очень продуманы все, как бы все инструменты, и это действительно весь процесс очень уложен, да, а все равно требуется изменение методики. И конечно, даже когда вы работаете в школе на уроке, или когда вы организуете дистанционное обучение ребенку, который находится дома. Да? Поэтому я говорю, что наша первая задача сейчас – это вовлечение педагогов. Вовлечение именно так, чтобы они сами захотели и увидели какой-то удобный инструмент, насколько он лучше обычных вот этих коммуникационных платформ, насколько больше он дает возможностей, и насколько это действительно мостик к построению модели персонализированного смешанного обучения. Поэтому, да, еще вот я хотела обратить внимание, очень хорошо, что платформа наполнена и имеет вот такой контент очень большой. Это очень важно. У нас есть, например, студия, видеостудия для учителей, для записи онлайн-уроков, да, специально как бы оборудованная, но мы все равно видим, насколько им трудно перестраиваться и учебный контент переводить вот этот в онлайн-формат. Все там, начиная буквально от сценария, от записи, от всего вот этого, да, и поэтому школам удобно переходить на Сбербанковскую платформу именно потому, что там очень много уже готового, продуманного, профессионально сделанного контента. Вот это большой плюс. Здесь может учитель войти, посмотреть, начать пользоваться и уже потом начинать разрабатывать собственные уроки и выкладывать на эту же платформу. Правильно я понимаю? То есть мы же можем свой контент тоже... Абсолютно верно. Я как раз как человек, отвечающий за программу обучения учителей, очень понимаю все то, о чем вы сейчас говорите. Конечно, естественно, ученик на платформу, ну, по крайней мере, пока на данном моменте не придет сам, пока не придет и не согласится с работой в платформе учитель. И наша задача прежде всего обучить учителей, показать им преимущества, показать, что проделав там сейчас некоторые усилия на освоение нового инструмента, дальше этот инструмент будет работать на них. И это, конечно, очень важно. По работе с контентом, ну, я бы, конечно, сейчас не сказала, что он прям у нас уже очень избыточен и так далее, но мы работаем. Сейчас контент обновляется регулярно, и там, не знаю, учителя, раз с нами сегодня есть, то они, наверное, видят, что добавляются новые модули, они дорабатываются, мы движемся там вместе с учебным годом и пополняем эту работу. Но совершенно верно, учитель после того, как он понял, как устроена платформа, как с ней можно работать, каждый учитель может создавать как отдельно задания по своим предметам и выгружать их на платформу для своих классов. И этот контент будет видеть только та школа и те классы, куда будут данные материалы, данные задания выгружаться. То есть здесь тоже нам часто задают вопросы про авторские права и так далее. Это все остается внутри школы, если она там не готова делиться и выходить куда-то дальше с разработанными материалами.
И если учитель пошел еще чуть дальше, он понял, как структурируется учебный модуль, из чего он строится, то учитель, в принципе, если ему не подходит тот контент, который есть на данном этапе, он может создавать полностью свои собственные модули целиком и загружать их на платформу, работать с ними. То есть здесь платформа позволяет как использовать то, что мы предлагаем, так и нарабатывать свое собственное. Спасибо большое. Ну, я надеюсь просто на то, что наше сотрудничество такое очень конструктивное, плодотворное продолжится. И спасибо, что радостная такая информация, что можно расширять круг школ, которые могут подключаться к вашей платформе. Абсолютно, конечно. В нашей республике. Спасибо. Коллеги, у нас вот и Евгений Баранов поднимал руку. Хочу сказать, что нам нужно немного здесь сейчас уже будет сворачивать эту тему, потому что ограничены по времени. Очень интересно с вами, конечно, общаться. Да, в общем-то, все сказали основное. За что спасибо. Мы увидели ваши комментарии в чате по контактам, куда обращаться к коллегам за помощью. Спасибо за помощь. И вот, Оля, еще раз спрашивают про колледжи. Уже отвечали, что 10-11 класс могут пользоваться школьной платформой, а на следующий отдельно, да? Пока у нас еще нет контента для 10-11 класса, отдельно в нашей экосистеме, то есть в экосистеме Сбера у нас нет платформы для СПО, поэтому не могу никак здесь прокомментировать какие-то другие платформы, подходящие для этого есть или нет, но наверняка в зависимости от того, какие там цели нужны. У нас пока нет, у нас пока идет конкретно работа по школьной программе, и мы стараемся ее выстроить с 1 по 11 класс и закрыть все потребности, и университетская платформа. Возможно, это будут следующие шаги, там, посмотреть в сторону СПО. Спасибо большое. Оль, спасибо вам за замечательное выступление, за вашу платформу, такую геймифицированную, которая позволяет нашим детям получать новые знания. Коллеги, тогда предлагаю двигаться дальше. И вот у нас здесь присутствуют коллеги, в том числе еще и из вузов, да, поэтому я думаю, сейчас вот выступление, которое мы запланировали с Натальей из Корпу университета, будет в том числе и для вас интересно. Наталья, вам добавили доступ, поэтому вы можете самостоятельно, да, показать презентацию и буквально вот так кратенько, Наташа, я поняла, мы совсем... Время летит, в хорошей компании, время летит незаметно. Да, коллеги, я буду показывать слайды только тогда, когда мне будет казаться, что это прямо релевантно тому, что я скажу. Но, несмотря на то, что времени мало, я все равно очень рада здесь как-то представлять Корпус университет, особенно потому, что я родилась в Якутске, и мне прям очень близко все, о чем вы рассказываете, интересно было сегодня слушать, как вообще, какие изменения у вас произошли за эти годы, пока меня там не было. Смотрите, вот продолжая логику того, что сказала Ольга, конечно, хотелось бы что отметить, что вот это вот поставил Zoom, включил и думаешь, что происходит в этот момент образование, это, конечно, иллюзия, да, иллюзия преподавателей, и она основана на том, что, просто страшно, и нет опыта, и нет инструментов делать что-то новое, потому что мы настолько оказались не готовы к тому, что эти инструменты придется использовать всем, что, конечно, этот переход преподавательский, он и в школах, он и в университетах происходит наиболее болезненно, наверное, даже более болезненно, чем у студентов, потому что они были как-то всегда в онлайне, они были всегда в своих гаджетах, а преподавательский состав как раз в этом смысле отставал. И по поводу Корпус университета можно сказать, что Корпус университет как раз один из немногих таких университетов, это, конечно, корпоративный университет, это не высшее образование, но, тем не менее, мы всегда были, наверное, не то чтобы на фронтире, но даже можно сказать, что в какие-то годы и так, потому что вот создание онлайн-контента качественного было всегда в приоритете у нас.
И вот если вы когда-то были на нашем сайте или пользовались нашими программами, проходили у нас обучение, то вы знаете, что у нас есть такой ресурс «Виртуальная школа», в которой, ну, какое-то невероятное количество там разных курсов, там у нас вообще больше 220 курсов, в принципе, есть различных и программ, и очных, и электронных. И тем не менее, вот очень большое количество у нас электронных курсов. И они, конечно же, основаны на знаниях, которые лежат в основе педагогического дизайна. То есть это совсем не то, что просто открыть окошечко и что-то вещать. Это называется режим live, да? Вот. Он, конечно, очень ограничен, потому что есть ощущение, что вы в этот момент передаете все, что вы могли бы передать в очном формате, но это не так. И, конечно, вот сейчас у нас в Корпуниверситете разрабатывается специальная программа, мы будем ее, наверное, в следующем году презентовать, она будет выходить на вузы для того, чтобы переобучать команды вузов, команды преподавательского состава, команды управленческого состава тому, как нужно грамотно перестраивать свою работу в онлайне. Потому что вот мне очень, конечно, понравилось название нашего сегодня круглого стола, да, то есть что лучше выбрать, очный или дистанционный формат. И мы с коллегами как раз обсуждали это, и мы сошлись на том, что вообще вопрос поставлен на текущий момент не очень корректно, потому что выбора у нас, к сожалению, нет, да, и поэтому дистанционный формат мы выбираем все, независимо от нашего желания. И это означает, что вопрос должен стоять, а каким образом и что мы должны сделать, чтобы дистанционный формат стал нам более органичен и более релевантен или подходящ вот в нашем обучении, если мы вынуждены его используем теперь больше, да? Потому что вот представьте себе, сколько веков, да, отрабатывались методологии, педагогические практики очного образования, да, там от разных школ, там платоновских, да, до современных университетов. И, соответственно, вот эти тончайшие нюансы взаимодействия и роли педагога, это было все как бы известно, изучено и уже даже, наверное, положено под корку преподавателю. И теперь и раньше в онлайн выходили только те, кому это было интересно, кому это было удобно, и кто по своим психофизиологическим особенностям, ну, например, лучше воспринимал такую информацию. Сейчас же это приходится делать всем. И, соответственно, вот этот вот формат, он, конечно, он будет перерабатываться, мы будем переосмыслять вот эти вот способы и каким-то образом внедрять новые практики. Я сейчас запущу демонстрацию экрана. Я подготовила несколько слайдов, но мне бы хотелось как раз, чтобы все-таки наши взаимоотношения были в формате дискуссии, поэтому я кое-что еще покажу вам. Ну вот так. Вам видно сейчас мой экран? Скажите, пожалуйста. Коллеги? Да, видно. Ага. Так, если можно, я не буду его полностью делать, если это возможно, потому что мне просто удобнее будет переключаться между экранами. Значит, один тезис, да, у нас есть два сейчас глобальных вызова для образования, ну, для высшего образования в том числе. Это цифровая трансформация, которая коснулась и вузов, и мы сейчас видим, что есть такая концепция цифрового университета, которую, я надеюсь, что ваш вуз тоже знаком с ней. Вот, наверное, месяца 3 назад мы в Корпуниверситете проводили большой семинар, и это был Герман Оскарович, Марина Ракова, это был министр высшего образования Фальков, и мы обсуждали модели, по которым университеты могут трансформироваться и внедрять какие-то цифровые сервисы, практики, ну, там, индивидуальные образовательные траектории. Все это должно, естественно, конечно, иметь поддержку технологическую и поддержку какую? Поддержку знаниевую. То есть никакой цифровой университет и никакой цифровой сервис не может быть внедрен, если нет состава преподавательского, состава управленческого и состава IT-специалистов, которые будут эту поддержку осуществлять. Потому что ваши студенты еще могут где-то этому обучиться, но, скорее всего, это будет не ваш университет, если вот в вашем университете все останется по-старому. И в этой связи у нас есть
прекрасной программы. О ней сначала говорила, с самого начала говорила Наталья Осипчук, она называется «Школа IT-профессий». Я расскажу только об одной части, очень коротко. Так, сейчас вот она у меня, значит, мы для преподавателей и для студентов делаем такую программу, но она у нас в общей части она довольно дорогая, стоит 20 тысяч рублей на человека, и это как бы человек должен хотеть переквалифицироваться. Но в этой программе у нас есть так называемый цифровой интенсив, он длится 4 месяца, вот, ну, вы на экране видите, да, и мы здесь обучаем и переобучаем, как бы предподготовка по таким профессиям основным, которые сейчас в IT есть и которые помогут в дальнейшем преподавателям, например, создавать собственные курсы, анализировать то, каким образом будут проходить их уроки потом в будущем в онлайне, то есть владеть какими-то навыками там образовательной аналитики, то есть это все, что обязательно будет требоваться в университете, но сейчас пока университеты абсолютно от этого далеки, только некоторые основные, такие как там Санкт-Петербургский там политех, там ИТМО, УРФУ, вот такие вузы, они, конечно, уже внедряют такие сервисы, у них это, в общем-то, они довольно сильно продвинулись, и мы хотим на базе и их опыта, и опыта Сбербанка сделать образовательную большую программу. Она будет стартовать в следующем году. Вот. Соответственно, вот этот курс могут пройти и студенты, и преподаватели. Этот курс могут пройти все, кто вообще никогда не имел никакого опыта общения с IT-профессией, да, и получить, ну, такую, как бы, скажем, переквалификацию или даже, скажем так, помощь в том, чтобы профессия педагога и, скажем так, его основная деятельность, ну, например, вот он специалист в биологии, да, вот понятно, что если он хочет быть в трендах мировых, международных, то без опыта, например, там, проведения исследований в цифровой среде, там, да, каких-то образовательных новых технологий, ну, человек будет, безусловно, устаревать компетентностно и, ну, будет выходить из рынка, скажем так, да. То есть вот такая у нас есть программа по переподготовке, но она предварительная. Есть у нас очень интересная программа, и на основе нее как раз мы будем выстраивать следующую. Это называется педагогический дизайн и инновационные образовательные технологии. То есть в данном случае мы весь положительный опыт Сбербанка кладем в основу этой программы и демонстрируем множество кейсов из экосистемы Сбербанка, которые могут быть использованы в педагогической практике. Ну, это впоследствии после меня еще будут тоже наши коллеги говорить и расскажут, какие могут быть сервисы, использованные в педагогической практики. Ну вот, например, там нейротехнологии сейчас какой-то тренд. Он еще пока не очень явный, но тем не менее уже вы знаете, да, что в школьной практике была очень активно применена одна технология. Это, значит, когда с камер считывались эмоции детей в одном из регионов России, и далее эти эмоции обрабатывались при помощи сетки искусственного интеллекта, и преподавателям, родителям и руководящему составу давались рекомендации по тому, каким образом с ребенком нужно взаимодействовать. То есть выявлялись его какие-то психологические проблемы, выявлялись, например, такие вещи, как несостыковка, отсутствие понимания материала глубокого, да, например, или там отсутствие контакта с преподавателем. Вот такие вещи, они будут обязательно внедряться в практику педагогическую в ближайшем времени и уже сейчас внедряются. И мы вот таким вещам будем обучать на нашей программе, и сейчас уже такая программа проходила для ТГУ в прошлом году. Значит, теперь, какой бы я коротко, у меня, наверное, сколько мне еще осталось, буквально, что просто... Давай, Наташа, все уже, наверное, сворачиваемся, потому что еще давайте еще последнюю, будут, я вот, знаете, последнюю, просто хотелось бы, чтобы вы знали, что у нас такая вещь есть. Мы ее проводили для органов государственной власти,
Но вот теперь у нас есть частые запросы, что просто многие преподаватели в вузах элементарно иногда не владеют основными сервисами, которые могут помочь работать в онлайне. Ну, то есть Zoom уже там все овладели, но еще есть много таких сервисов, там, ну, элементарно там и все сервисы Гугла, вот, да, и если, например, органы государственной власти здесь есть проблемы с использованием таких сервисов, то у преподавателей точно их нет. И вот у нас есть прекрасный практикум, он называется «Управление дистанционными командами», ну и, соответственно, дистанционными группами, например, там онлайн-группы ваши обучения, да? Когда вы понимаете, как нужно грамотно общаться в онлайне, и мы сами проводим этот семинар в онлайне, чтобы человек сразу же погружался в среду и понимал, каким образом он может овладеть инструментами. Ну, давайте к вопросам перейдем, да, чтобы я как бы не захватила все время, поэтому, в общем, что называется, welcome в наш корпоративный университет, вот, и вот так вот я сделала небольшой слайд, что мы всегда на связи в любом формате, мы и в очном, и в заочном, и в онлайне, и во всех. Так, коллеги, извините, если я очень быстро говорила. Надеюсь, коллеги, что... вопросы к Наталье. Зато проникновенно, Наталья, спасибо большое. Спасибо. Мне хотелось передать всю прелесть обучения в корпоративном университете. Коллеги, вот здесь писали и хотели даже высказаться и выступить участники. Вот Михаил, если вот сейчас это актуально, можно как раз в формате диалога. Ну да, в принципе, понятно, что главный такой плюс и фишка вашей платформы – это появление того контента, который делается всем миром. Это идеология, я думаю, Марины Николаевны, Кванториум, все оттуда, с фонда идет, может, какие-то, в основном, из состав оттуда, который сейчас внедряет первого состава. Сейчас там команда сменилась, мы прекрасно знаем, но все-таки надо предложить вам подумать над такой проблемой. Это не только наша проблема, а проблема всей России, что ваши требования, которые вы ставите по связи, по качеству интернета, они все-таки в ряде случаев плохо выполнимы. Я, например, понимаю, что многие школы из сети Маша и другие школы, они с большой проблемой будут пользоваться. Поэтому интернет – это прекрасно, облачные технологии – все хорошо, но нужно подумать немножко и о той технологии, которая была в 90-е годы, коробочная система, где она приходит, ставится на определенный сервер, и ряд школ в пределах одного там района, они могут пользоваться. Я почему так говорю, потому что, по сути, Москва большой город, и многие считают, что все так и как в Москве, и поэтому недаром смеются, что все чиновники в пределах там Садового кольца, и мышление у них такое же. У нас тоже в столицах субъектов России тоже появляется когорта чиновников, которые мыслят мозгами столицы. То есть вот все должно быть как в столице, а вот отъедешь километров за 50-70, иногда там бывает уже очень тяжело. Поэтому очень хорошие вещи, и нужно их внедрять. Но я еще одну мысль хочу сказать, что в принципе те разные технологии, платформы, которые есть, они по сути не мешают друг другу. Они, конечно, для родителей создают кучу проблем. Почему они говорят, вот нам нужно знать кучу паролей для Гугла, паролей, почту там создавай, потом в Discord заходи, там своя система, потом Учи.ру, мощный конкурент для вашей системы, теперь Сбербанк онлайн тоже отдельно. Они насчитывают до 10 паролей, которые нужно заходить. Конечно, у них уже мозги едут. Детям это проще. Они, в принципе, понимают, что какая-то платформа нужна для каких-то задач, какая-то для третьих, четвертых. Zoom – это просто система, которая создает вот такую иллюзию интерактива гораздо больше, чем все. Интересный момент. Остальные. Мы в Сберкампусе поработали,
я посмотрел договор, многие столичные преподаватели, которые вот сидят у нас, ну, якутские, я имею в виду, мы не соответствуем тем требованиям, которые вы там пишете. Вы пишете до 50 мегабит в секунду, у меня дома номер 30. Я вообще тогда, получается, не подхожу, ну, хотя приходилось вести. А связь с другими приходила вещами и многими, даже WhatsApp. Между прочим, Якутия, для сведения, самая ватсапированная республика в мире, наверное, где у каждого, наверное, по 2 аккаунта и куча вещей. Поэтому мы, например, весной вышли за счет того, что WhatsApp передавалось все практически. От маленьких видеоуроков, заканчивая домашними заданиями, контрольными вещами, которые все высылалось в определенные группы. Там такая переполненность этих сообщений была, что вообще ужас. Но она сделала свое дело. И главное, что и Сберкласс подталкивает, вы заставляете делать свой контент. Это очень хорошо. А вот те платформы, которые уже фактически уже говорят, а зачем вам учиться? Вот же есть же Учи.ру готовое, все там, берешь урок номер 1, номер 2, номер 3, идите просто как роботы по этой системе, оценки ставят и так далее. В этом плане, конечно, то, что ваша идеология такая творческая, она неплохая. Но для дополнительного образования вам, наверное, тоже нужно продумать блог, ну, хотя это универсальная штука. В принципе, вся система же началась с доп. Образования, только потом пришла в школу. Ну и каким-то образом типовые ФГОСовские учебники и доступы тоже вам надо, наверное, полностью подключить, чтобы они были в доступе. Потому что пока вроде бы есть у Министерства просвещения там свой проект, который они, ну, Кравцов сам рекламировал, правда, я не вижу слишком с них активности. Кроме учебников просвещения, там больше ничего, мне кажется, нету. Поэтому вот такое вам пожелание как бы для развития. Ну и учите, что все субъекты, они очень разношерстные. Там от суперкачественных интернет-условий до абсолютного нуля. Вы знаете, что иногда уроки даются по телефону, аудиосвязь, и раздается через систему там Билайн-секретарь или вот там секретарь до 5 учеников. А это, между прочим, в многих школах вполне устраивает, потому что там классы по 3-4 человека. Вот просто я вам называю ту реальность, которую порой мы, даже находясь в Якутске, многие уже забываем, что та же Якутия, она совершенно разная. Вот поэтому вам как бы пожелание успеха. Спасибо, да, спасибо вам за комментарии. Я думаю, что они действительно объективны и... Вы знаете, я прекрасно понимаю, что на просторах России во многих регионах ничего не изменилось со времен Ломоносова, да, то есть, но это только подтверждает какую-то очень большую потребность нашего народа учиться. Если они через iPhone или там любой другой телефон, даже, может, не iPhone, пытаются получить знания от преподавателя, это не может не вдохновлять. С Березы вот кто-то там получал образование в интернете. Да. Вот, кстати, Андрей, вы тогда, пожалуйста, уже не отключайтесь. Я как раз хотела к третьей части плавно перейти. Раз мы все-таки понимаем, что без очного образования, и нам бы никому не хотелось не обойтись, наша задача создать безопасные условия, да, в школе, в вузе, и оптимизировать, там, упростить какие-то моменты. Вот сегодня Андрей нам об этом расскажет, что мы можем с нашей стороны сделать. Знаете, послушав коллег с региона, я попытаюсь, конечно, рассказать о суперинновациях, но если нет интернета, то да, конечно, ну, это будет немножечко сюрреалистично выглядеть, но сейчас мы кратенько покажем. Коллеги, видно мой экран? В самом городе интернет есть, поэтому, я думаю, в любом случае будет интересно и вузам, и школам крупным это послушать. Да, коллеги, экран мой видно? Пока нет. Угу. Интересно. Демонстрация экрана. Организатор отключил демонстрацию экрана участников. Кто-то меня заблокировал. Видимо, слишком это инновационно.
Смотрите, коллеги, я тебе помогу, запущу то, что у меня тогда есть. Не суть важно, я просто подсказывать, я буду... Да. Коллеги, пока наши прекрасные девушки запускают мою суперпрезентацию, я бы хотел ответить вот по поводу того, что вы говорите, что чиновники немножечко в другом мире живут. Так везде. Центральный аппарат тоже живет в другом территории, совершенно в другом. Да? То есть есть такая штука в Сбербанке, называется Гемба. Гемба. Пожалуйста, отвезите вот этого руководителя по цифровизации в Якутию, где вот он сидеть будет на леднике и ловить интернет 30 килобит в секунду. Вот и все. Андрей, ну все, поехали, потому что нам еще нужно, чтобы Лена, коллеги, несколько минут успела. Да. Попытаюсь очень кратко. Дело в том, что компания Vision Labs – это мировой лидер по биометрии лица, предметов, распознавания эмоций. Последние 4 года мы занимаем первое место, о чем очень гордимся. И у нас больше 500 клиентов в 37 странах. Давайте кратко перейдем к нашим продуктам, что мы можем, да, вот, на технологии Vision Labs. Это распознавание лиц и объектов, распознавание состояния эмоций человека, это тепловизионный контроль, и дополненная реальность, это типа Google Glass. Давайте следующий слайд. Это немножечко другая презентация, не та, которую я хотел показать, но я кратко расскажу, что мы можем сделать уже из того, что работает в образовательных учреждениях. Это тепловизионный контроль учеников, который распознает повышенную температуру. В случае интеграции со скудом блокирует, там, например, ученику с повышенной температурой, просто не допускает его в класс. Давайте дальше, потому что, коллеги, я просто лучше расскажу. Где это применяется, это много можно говорить. Vision Labs Luna Control – это биометрический скуд. Это доступ учеников в классы. Можем распределять зоны, куда они могут, если это там какая-то гимназия, VIP, да, то есть у нас можем просто распределять, куда доступ есть у этих людей, куда нету. Все это мы можем интегрировать систему доступа, соответственно, с черным списком, то есть кто не допущен, да, и это можем интегрировать все вместе с тепловизором. Соответственно, это будет не только доступ, но и закрытие доступа ученикам с повышенной температурой. Давайте быстренько вниз, чтобы мы лучше ответим на вопрос. Это механик. Ну и вот давайте следующий слайд, вот по Luna Exam. Следующий слайд. Про Examus. Ну, я думаю, что онлайн-платформу Examus вы знаете, да, это наш партнер. Вместе с ними мы сделали вот новый проект, сейчас он будет запущен с 1 декабря. Мы будем ставить это на полку Сбербанка и будем распространять. Давайте чуть ниже. В чем это как раз для дистанционного обучения. Ну, вот слово прокторинг, оно как-то мне не очень нравится, да? Но, к сожалению, это такое, у меня ассоциации какие-то странные. Да? То есть что необходимо, для чего он нужен? Это при проведении как раз вот контроля дистанционного обучения, экзаменов. Да? Раньше мы знаем, что русский народ, он очень изобретательный, да? Что он там подставлял всякие картинки, фотографии, там кто-то друг за друга проходил экзамены и так далее. Ну, это Россия, это вот страна удивительных возможностей людей. Давайте следующий слайд, вот я на нем как раз и расскажу. Следующий слайд, можно? Вот, с чем сталкивались? Не, предыдущий, пока не успели. Да, вот, то есть посторонние лица в кадре, да, то есть, по крайней мере, кто обучался в Сбербанк 500, да, это MBA, то есть это обучение топ-руководителей, знают, что когда они сдавали экзамены, если идет экзамен и идет тестирование, отвлечение от экрана, вот как я сейчас делаю, влево-вправо, влечет к тому, что экзамен прекращается. Что дает наша система вместе с мощной образовательной платформой Examus? То, что идет идентификация по Сбербанк ID, то есть если вы не Андрей Кузнецов, да, наша система распознает, что это не вы. Система Liveness определяет, не фотография ли я, не робот. И, соответственно, она прекращает сдачу вашего экзамена. То есть таким образом мы можем дистанционно быть уверенным, что это именно там Наталья из Корпоративного университета сдает экзамен по квантовой механике. Да? Что она что-то как-то вы не очень улыбаетесь при слове квантовая механика, ну ладно. Это тоже первое, что мне пришло в голову, не знаю почему. То есть мы понимаем, кто это сдает, что это сдает. Таким образом идет у нас контроль вот этого процесса. В принципе, кратко для школ я все рассказал. Наталья, кстати, за меня рассказала про эмоции. Очень интересно, кто это реализовал, кроме нас, мне прям хотелось бы узнать.
По эмоциям не так все радужно, да, то есть 7 эмоций пока у нас есть. Мы сейчас будем запускать в Хорошколе их по распоряжению Германа Оскаровича Грева. Но мы понимаем, да, что так как наши датасеты, это некие нейронные сети, они должны набрать некую статистику, да, то есть вот у нас 7 эмоций есть, я подхожу, да, на некоторые мои эмоции он дает странные, да, то есть когда я, извините, делаю такую дебильную, улыблюсь, как говорит мой сынок, да, он говорит, что я улыбаюсь, да, то есть, ну вот, соответственно, мы это внедрим, научим наши нейросети, чтобы они собрали больше информации, и он будет лучше распознавать эмоции. Потом мы планировали, есть такой Андрей Курпатов, я думаю, вы все его знаете, который Сбербанк перетащил свой. Мы попытаемся сделать некие, вот как Наталья говорила, потому что эмоции, определения, ну это как бы интересно, да, но самое интересное – это анализ эмоций. Да? Вот мы хотим сделать какой-то продукт именно по анализу эмоций. Потому что если ученик там 7 дней ходил какой-то несчастный, а потом вдруг пришел очень довольный, да, то есть либо он влюбился, либо он что-то запрещенное у нас, да, идет, ну, образно, или и наоборот. То есть вот это совершенно кратко, потому что тут говорить можно много, технологий очень много. Вот насколько применимо это в школах, ну вот мы видим по стране, что и институты, и школы уже там больше 30 объектов, у нас уже стоят и тепловизор, и скут, ну и вот начинаем тестировать эмоции. Коллеги, ну вот попытался как можно быстрее рассказать о наших супертехнологиях. Я думаю, тут еще про лунную экзем, да, я думаю, это польза для университета, что зарабатывать деньги на двоечников, которые пытаются вместо себя отличников подставлять, я думаю, здесь должно быть. Я так понимаю, так как знакомым врачам продлили ковидные выплаты до января 2022 года, я думаю, что мы еще будем долго сидеть на удаленке. К большому моему сожалению, да, мне как сейлзу продавать через Zoom, это для меня, вот, например, это то же самое, как и учиться, наверное, моему сынку. Хотя он радостно сидит дома, там, выключает камеры, когда говорит, что у него камера глючит там, и так далее. То есть я думаю, мы все это знаем. Так что, коллеги, рад познакомиться. Если какие-то вопросы, мои координаты есть у Ольги. Если что, я могу ответить в реальном времени. Если смогу, конечно, на ваши вопросы. Да, я вот хотела бы особенно, чтобы, может быть, Петр Петрович Иванов с СМФУ, с ключевого вуза, вот задал вопросы. Какие-нибудь каверзные желательно, да? Петр Петрович, вы на связи с нами? Да, вот такой интересный аватар там такой какой-то на экране. Цифровая реальность, это, видимо, по моей презентации, так тоже, видите, такой интересный. Коллеги, у кого есть вопросы, интересы? А Петр что-то говорит, но мы не слышим почему-то. Судя вот по этому, он что-то пытается сказать, но мне кажется, мы его не слышим. По крайней мере, я. Петр, вам надо отключить видео. Раз, два, три. Меня не слышно. Отлично, да. Да, лучше видео выключить, потому что, видимо, канал у вас слабенький. Вас все равно не видим, поэтому лучше так. Будем хорошо слышать. Теперь слышно, да? Да, спасибо. Да. Ага. Ну, коллеги, спасибо за интересную презентацию ваших проектов. Ну, как сказать, я тоже не первый день знаю ваши решения, да, вот платформу Сберкласс, по тепловизорам тоже, ну, как бы все эти технологии мы сегодня, конечно, используем. У нас тоже в каждом корпусе стоят тепловизоры на нейросетке. Также у нас все экзамены вступительные мы принимали с использованием системы Proctor-Edu, интегрировали его на свою LMS-ку, ну, то есть экзамены, ну, насколько я знаю, Proctor-Edu со Сбербанком тоже работает, ну, я об этом как бы слышал, да, и, ну, то, меня бы именно интересовало вот то, что вот ДПО, вот Наталья Петровна рассказывала, да, что есть краткосрочные курсы именно для повышения уровня цифровой грамотности и компетенции, да, не только грамотности, для получения дополнительных компетенций именно соответствующие сегодняшним реалиям и на основе цифровой экономики, да, по направлениям развития. Но мы тут тоже готовы, если у вас есть готовые курсы
тоже на вооружение взять. И, насколько я слышал, если у вас есть намерение тоже вот разработать платформы для вузов, ну, тоже очень интересно, потому что сегодня во всех вузах идет, ну, такой тренд, да, это как раз-таки полное соответствие вашей методике, а у нас это называется индивидуальные образовательные траектории, ИОТ, да, то есть где мы основные курсы отводим на core, ну, то есть основные, да, которые относятся к федеральным госстандартам, которые мы обязательно должны выполнить. И дальше софтовые темы, там майнеры, элективы. Как раз таки именно в этой части нам тоже, чем больше предложений, тем лучше для нас. И если у вас в плане тоже разработка платформы для именно создания онлайн-курсов, тоже можем рассмотреть. Но сегодня мы тоже используем несколько инструментов, участвуем в большом проекте Минобрнауки «Современная цифровая образовательная среда». Ну, наверное, вы тоже слышали, да? В этом году мы должны разработать и сдать 14 онлайн-курсов, ну, то есть открытых МУКов, да? Ну, в этом плане, насколько я знаю, Сбербанк тоже очень много работает, и усилия, да, делает. Поэтому вот сегодня мы можем тоже вот рассмотреть именно точки соприкосновения, сотрудничества именно в таких направлениях. Спасибо. Спасибо огромное за обратную связь. Коллеги, у нас вот подсказывают, что до завершения нашей сессии остается 9 минут. Мне бы хотелось еще дать слово Елене из ДЗО «Расчетные решения» и будем подводить итоги. Лена, ты сможешь запустить свои слайды, если они тебе нужны? Коллеги, добрый день. Ну, я тогда прям очень-очень быстро, с учетом той специфики, которую услышала, буквально постараюсь за 5 минут уложиться, чтобы было время для вопросов. В целом у нас сервис предназначен для организации безналичного учета и безналичной оплаты питания. Учитывая специфику вашего региона, в нашем сервисе я бы рекомендовала посмотреть более внимательно на такую опцию, как накрытые столы. То есть это та опция, которая позволяет учителям и с мобильного телефона, и с компьютера делать групповой заказ питания, в том числе и льготного питания для всего класса. Учитывая как бы пандемию, у нас есть опыт, когда льготное питание все равно предоставляется деткам, и для того, чтобы корректно велся его учет, как раз-таки мы дополнительно еще разработали опцию возможность заказа питания родителями из личного кабинета. То есть, получается, мы даем возможность заказа питания, в том числе и из дома для родителей, если у вас такая опция есть. В целом наша система позволяет полностью уйти от наличных денежных средств с точки зрения организации процесса питания, в том числе и на буфете. И используют в этом случае дети-носители в виде браслета, либо карточки, либо это может быть биометрия. Но и из основного скажу, что наше ПО включено в реестр российского ПО, то есть мы полностью российская разработка, полностью соответствуем законодательству. Но, учитывая, я же говорю, ограниченность во времени, я лучше давайте попробуем тогда по вопросам, если они есть, более детально расскажу именно на ваши вопросы отвечу. В целом, я надеюсь, постаралась немножко успеть обрисовать сервис. И на текущий момент еще дополнительно скажу, что проект у нас уже в более чем 700 школах работает. И, в принципе, все школы заметили, что по итогам внедрения, то есть основное, что для школ замечается, что уходят очереди в столовых и увеличивается оборот с точки зрения комбината питания, потому что детки питаются только на территории школы. То есть они не тратят деньги, которые им дают родители на что-то вне школы, то есть не покупают там чипсы или кока-колу, а покупают именно буфетную продукцию. Ну, это вот прям совсем коротко, учитывая время, как бы ограниченное, коллеги.
Ольга, у вас выключен микрофон. Да, не. Да, точно. Спасибо. Директора школ, заместители, кто с нами сегодня присутствует, я думаю, вам должна быть этот вопрос интересен, поэтому можем кратенько обсудить возможность участия или пилотирования на вашей территории. Я бы здесь предложила, учитывая ограниченное наше время, предложила возможность, чтобы мы как-то просто договорились отдельно со школой. Да, и мы более детально, прям по функционалу бы прошлись, потому что функционал, демонстрация функционала у нас в среднем занимает где-то около часа, мы прям детально рассказываем, и это все тоже в режиме Zoom, то есть просто здесь попросили бы выделить время, чтобы мы прям детально рассказали и чтобы могли объяснить действительно все плюсы, которые это дает, потому что для школ это тоже плюс, это сразу возможность формирования автоматических отчетных форм с точки зрения учета льготного питания, возможность контролировать объемы горячего питания, то есть достаточно много плюсов, которые за 5 и 10 минут я все равно не успею рассказать. Да, поэтому я думаю, что мы здесь с Тамарой Николаевной совместно с комбинатом школьного питания постараемся организовать повторную встречу и более детально уже это обсудить. Тамара Николаевна, вы поддерживаете, если вы с нами одним ухом и слушаете нас? Наверное, Тамара Николаевна уже отключилась. Тут еще хотела по выступлению Андрея тоже несколько слов сказать, то, что интересно именно директорам школы и родителям должно быть интересно в период пандемии, почему мы предлагаем именно биометрические сейчас технологии, да, что, во-первых, это меньше предметов, с которыми у нас соприкасается ученик, плюс пропуска, которые бесконечно забываются дома и теряются еще. И теряются, даже которые нужно оплатить. Плюс, Андрей не сказал, но мне кажется, для меня, как для родителей, это очень такая уникальная возможность контролировать своего ребенка, что он зашел в школу, то есть пересек турникет, и мне пришла смс, что он в школе. Точно так же вышел. То есть, мне кажется, может, даже с видео. Да, классно. С кем он зашел? И с кем зашел? Я думаю, что мы будем обсуждать тоже вопрос совместно с Минобразованием, либо с Департаментом образования, с передовыми школами, какой-то запускать пилотный проект, возможно, совместно с софинансированием с Сбербанком, показать, как это работает, чтобы в дальнейшем потом эти технологии внедрять в других школах регионов. Коллеги, у нас осталось, наверное, пару минут, поэтому если у кого-то еще подняты руки, есть какие-то вопросы, у вас есть возможность их сейчас успеть задать. Можно несколько слов сказать? Да. Да, спасибо вам большое за презентацию. Очень отличное предложение про еще дополнительную встречу. Еще, наверное, с директорами школ было бы отлично. Очень заинтересовал проект «Луна-экзам». Да, думаю, что это за ним тоже будущее. И проект «Ладошки» тоже было бы интересно нам послушать относительно питания, потому что все-таки это очень актуально. И со Сбербанком у нас 17 школ работают, но, возможно, есть желающие, которые хотят присоединиться именно к проекту. Евгений Николаевич у нас прямо работает со школами, которые сейчас в проекте, и думаю, что будут проведены встречи. Было бы отлично. Спасибо большое. Здравствуйте. Я руку, так скажем, поднимал, надеялся, что слово предоставят. Спасибо. Насчет одной из упомянутых услуг, да, контроль детского питания, у нас есть в IT-парке Якутск, у нас есть собственный проект по питанию для школьников, называется ЛК-14, поэтому либо можете у нас запросить, либо посмотреть сайт lk14.ru, есть организация ЦПО «Статус», посмотрите этот проект, я думаю, будет вам полезно. Спасибо. Спасибо огромное за комментарии. Коллеги, сегодня из IT-парка очень с интересными предложениями. У вас просто кладезь знаний и умов. Коллеги, значит, подводя итоги, мы фиксируем дополнительные встречи, проведем, да, более узким кругом, чтобы более детально разобрать. Мои контакты можно будет
получить, в том числе, если какие-то еще вопросы остались, но вы там постеснялись или не успели их сегодня задать, Макарова Татьяна Константиновна, это наш руководитель в городе Якутске, я думаю, что вы все с ней знакомы, контактируете. Можно через нее любые встречи, активности, вопросы задавать, в том числе я зафиксировала вопрос по вузу дополнительных курсов, да, я думаю, Наталья, мы отдельно это тоже обсудим совместно с Петром Петровичем. Подумаем, что здесь можем сделать и сформируем коммерческое предложение в части курсов. По школьной цифровой платформе также мы ожидаем, собственно, дополнительный список школ от, я не знаю, у нас там, наверное, через Министерство образования цепочкой построится, это вот именно на ответ арктической школы, да, я думаю, что нам здесь, у нас Габышев Дмитрий сегодня должен был присутствовать, я думаю, он тоже себе зафиксировал, что есть потребность, и можно будет через Антона Тимкина эти школы, через нашего представителя в центральном аппарате, те, которые, или там Алена Паутова, которая вас курирует, эти вопросы задавать и включить дополнительно. Вот, да, и плюс вот Евгений подсказывает, что вопрос, телефон он писал, все вопросы можно будет задавать. Я думаю, что сейчас буквально в течение нескольких там секунд нас всех перебросят в общий зал, поэтому я благодарю вас за участие, за теплую встречу, за диалог, который у нас сегодня состоялся. Надеюсь, что всем было Коллеги, добрый вечер всем тем, кто вернулся в общий сессионный зал. По залу ЖКХ мы несколько не успели завершить свое обсуждение, но тем не менее я передаю слово Алексею Васильевичу. Алексей Васильевич. Коллеги, я надеюсь, что у нас все участники из сессионных залов вернулись в общий зал нашего форума. И сейчас у нас настало время для того, чтобы послушать итоги работы наших дискуссионных площадок. И я предлагаю начать с дискуссионной площадки по влиянию цифровых сервисов на государственное управление. И я предлагаю передать слово Андрею Владимировичу Куликову, который модерировал обсуждение именно этого круглого стола. Андрей Владимирович, пожалуйста. Да, коллеги, добрый вечер. Ну, я там благодарен Алексею Васильевичу за его живой, наверное, разговор и его потребностях, и мы вот для себя выделили несколько направлений, по которым можно как бы посмотреть возможности сотрудничества. Это, конечно, опыт Сбербанка и использование услуг по созданию колл-центров для различных направлений, для различных министерств, в том числе и чат-бота, и вот эта мультиканальность. И здесь мы подумали, что, наверное, можем и тот опыт, который уже есть у якутских резидентов, да, соединить. И вопрос еще был очень интересный. Я не думал, что он представляет проблему также и для министерств. Это как раз вот обработка бумажных документов и перевод их в цифровой вид. Мы вот обсуждали наш пример, как мы обрабатываем документы юридические при открытии расчетного счета и как нам удалось кардинально как бы изменить ситуацию со сроками открытия расчетных счетов при посещении как бы банка, и здесь вот будем, наверное, смотреть, можем ли мы что-то предложить, да, и какие потребности есть у правительства для этого. Обсуждали вопрос использования речевых технологий. Здесь первый момент, конечно, стоит, это возможность использования якутского языка для того, чтобы охватить 100% населения республики, и возможности именно активного взаимодействия, когда не физическое лицо звонит на колл-центр, а когда робот или колл-центр звонит и обзванивает физических лиц по разным направлениям. Это и уведомления, может быть, о каких-то ситуациях, и контроль за физическим состоянием человека.
Вот. Потом мы обсудили, что нужно еще раз вернуться, наверное, к возможностям корпоративного университета с точки зрения как раз обучения. Правительство активно сотрудничает с правительственной академией по этому направлению, но то обучение, которое было в прошлом году для сотрудников правительства в корпоративном университете, нашло положительный отклик, и предложение было еще раз вернуться. Обсуждали желание по школе 21. Я так понимаю, Александр Николаевич уже записал себе эту задачу еще раз вернуться к этому вопросу. Очень хорошее предложение поступило, это посмотреть возможности использования концессионных соглашений или энергосервисных контрактов как раз для реализации высоких технологий цифровизации. И вот, наверное, первая ласточка будет то, что мы готовы пообсуждать, это проект по горсвету. Это с точки зрения и энергосбережения, и включения как раз 5G в опорах освещения в городе Якутске. И посмотрим, как мы здесь можем посотрудничать. Запрос был по ТОТу. По ТОТу, в том числе это вот с точки зрения самозанятых, и вопрос с точки зрения сделать реальную оценку доходов как бы населения и поднять, сколько у нас жителей находится за гранью, не за гранью, наверное, на грани бедности, да, чтобы это прошло не статистически какой-то, может быть, материал, а более оперативные, которые могут показать, что происходит с населением здесь и сейчас, потому что статистика у нас, к сожалению, задерживается действительно как бы на 6-12 месяцев, и мы не видим оперативную картинку. Вот. И было еще предложение у Артура Саркисова, это наш Сберклауд, это возможность о том, что можно попробовать Сберклауд в течение 14 дней бесплатно, можно поюзать его, можно посмотреть, как работает наши линии поддержки. Там функционал, конечно, ограниченный, но для того, чтобы понять, нужно это или не нужно, и как его-то можно его использовать, вот эти моменты мы как бы для себя записали. Алексей Васильевич, у меня все. Спасибо, Андрей Владимирович. Я передаю слово Ольге Валерьевне Городничевой для подведения итогов по работе сессионной группы круглого стола по направлению образования в период ограничений. Пожалуйста, Ольга. Коллеги, всем уже добрый вечер, поздний, кто у нас местный. Очень активно и продуктивно прошла встреча. Нам, честно говоря, даже не хватило времени. Мы могли бы еще сидеть и разговаривать. Очень интересно у нас была дискуссия. Спасибо коллегам из Якутска, кто активно участвовал, комментировал и давал свои предложения. То есть из ключевого, что я выделила и что нужно будет зафиксировать, что касается школьной цифровой платформы, у нас есть потребность еще у ряда школ подключиться в пилотный проект. И я думаю, что в ближайшее время мы этим займемся, вопрос урегулируем и добавим всех желающих во вторую волну, которая, вот, по словам наших коллег из дивизиона цифровые школьные платформы, будет уже буквально там в январе стартовать. Также есть потребность сбербоксов, обсудили этот вопрос, что ожидаем также от центрального аппарата сбербоксы для этой территории, потому что до сих пор они, к сожалению, не получены в связи вот с этой ситуацией, что мы их перераспределяем в других регионах. Тоже этот вопрос берем на заметку и будем его отрабатывать в части передачи. Школьная цифровая платформа вызывает интерес в том числе у нас у вузов и у колледжев. Поэтому здесь вот коллеги пока готового решения для колледжев нет, но я думаю, что в перспективе в этом направлении мы будем работать, и для нас это как для Сбера, да, нужно взять это на заметку и двигаться в этом направлении, потому что потребность вот сегодня несколько раз задавали вопросы, и активно вот коллеги готовы этим пользоваться. Что касается корпоративного университета, то мы договорились провести дополнительную встречу с коллегами из СВФУ. Есть заинтересованность в ряде курсов, поэтому вот вынесем это как поручением для нас, да, организуем встречу, проведем
и определим, составим коммерческое предложение и подумаем, какие вот под потребности вуза мы сможем сделать дополнительные курсы. С точки зрения биометрического суда и сервисов, которые помогают проводить экзамены онлайн, также есть интерес в этом направлении, будем работать, возможно, будем пропилотируем на какой-то одной из передовых школ в городе для дальнейшего это развития в регионе. И договорились провести повторную встречу с директорами школ, с управлением образования и с комбинатом школьного питания с точки зрения безналичной оплаты питания в столовых. Тема оказалась интересной, и вот тоже берем ее в отработку. Алексей Васильевич, если кратко, то вот из ключевого по итогам встречи, выжимки. Спасибо, Ольга. И я предлагаю перейти, немножко изменив порядок, к итогам работы группы по направлению здравоохранения, для того, чтобы группе по ЖКХ дать немного дополнительного времени для подведения итогов, поскольку несколько затянулось у них обсуждение. Если не против, Андрей Сергеевич Трифонов, вам слово. Коллеги, добрый вечер. Да, уже, наверное. На нашей встрече, к сожалению, не смогли принять все участники, которые предполагались к участию. Тем не менее, продуктивно мы провели наш круглый стол, обсудили вопросы повышения эффективности работы врачей за счет высвобождения рабочего времени и автоматизации определенных операций, в том числе заполнения протоколов исследований и приема пациентов. Дополнительно рассмотрели вопросы автоматизации работы колл-центров, вопросы оказания телемедицинских консультаций и внедрения модели искусственного интеллекта. Что мы запланировали? Есть предложение провести пилот на базе городской больницы номер 3 по использованию программы Voice2Med, которая предполагает заполнение протокола исследований с помощью технологии распознавания речи. Также на базе 3-й больницы мы подробнее изучим предложение по поводу занесения информации после выезда к пациенту с помощью бейджи и закачивания ее в медицинскую информационную систему. Это предложение требует более детальной проработки. По поводу автоматизации работы колл-центров. Ранее нами уже было подготовлено предложение, которое включает в себя отработку одного из сценариев. Говорились о том, чтобы посмотреть, какие еще сценарии необходимо включить, подготовить, может быть, комплексное предложение, включающее в себя более широкий перечень вопросов, которые могли бы отрабатывать виртуальные операторы, и, соответственно, уже принять решение о возможности его тиражирования. Еще одним вопросом, как я сказал выше, у нас были вопросы телемедицины. Здесь действительно надо исходить из того, что в республике уже внедрено свое решение и закрывать достаточно неплохо эти вопросы. Тем не менее, с учетом того, что предложение от Сберздоровья, оно предполагает обзвон пациентов с помощью виртуальных операторов и получение информации от них, и только после этого уже подключение врачей, достаточно интересно с этой точки зрения. Его тоже решили детальнее изучить на базе, опять же, городской больницы номер 3, так как у нас со встречи присутствовала городская больница номер 3, Светлана Николаевна, главный врач. Соответственно, все пилоты пока будут, наверное, опробованы на базе этой медицинской организации. Помимо этого, запланировали после презентации, после тем, как коллеги из Сайберии, Афанасий и из Сбермеды Наиль поделились своими наработками в части разработки модели искусственного интеллекта, договорились о том, что проведем встречу в ближайшем будущем, чтобы посмотреть, как можно организовать сотрудничество при внедрении этих моделей на территории республики. То есть с использованием той системы, которая сейчас уже есть, и с использованием, может быть, тех моделей, тех алгоритмов, которые есть у Сбермеды. И крайний вопрос, нам тоже не хватило времени, но тем не менее мы его зафиксировали, это посмотреть проблематику по маркировке лекарственных средств в республике. Материалы мы направим в МИАЦ Гаврилу Гавриловичу. После этого тоже вернемся к рассмотрению этого вопроса. Наверное, перечень тех мероприятий, которые мы для себя определили. Алексей Васильевич.
Спасибо, Андрей. Благодарим всю группу за активную работу. И, Екатерина Владимировна, пожалуйста, вам слово по результатам работы сессии ЖКХ. Да, добрый вечер еще раз всем. Ну, действительно, у нас тоже было достаточно интересное обсуждение. Мы в ходе круглого стола поняли, что у нас, по сути, 3 платформы там, в той или иной степени готовности, которые решают задачи как потребителя, так поставщика услуг, так и региона. И поэтому прям большая благодарность Готовцевой Наталье Ильиничне за вот предложение о создании рабочей группы, либо актуализации состава проектного офиса для того, чтобы можно было рассмотреть все предложения, которые есть и со стороны группы компаний Сбер, и со стороны резидентов IT-парка, и выбрать оптимальный вариант. Решили, что идем в эту историю для того, чтобы понять, что лучше, где можно объединить свои усилия. Главная задача по итогам нашего круглого стола – это, безусловно, объединение усилий государства, поставщиков услуг и организаций для удовлетворения, для высокого качества сервиса потребителям. Наталья Ильинична, если вы с нами, есть что-то добавить? Да, я с вами. Добрый вечер, коллеги. Да, мы поговорили очень плодотворно. Я еще раз подчеркиваю, что в данном случае, в данной отрасли, в нашем субъекте, да, государственный орган играет, очень сильно заинтересован как в цифровой трансформации, так и в качестве и контроля объема, качества предоставления коммунальных услуг населению. И на сегодняшний день мы все понимаем, здесь присутствующие, что цифровая трансформация неизбежна, и как быстро и в каком качестве она произойдет, зависит от всех нас здесь сегодня присутствующих. Поэтому на данном этапе мы, да, действительно решили объединить наши усилия и обозначить вот пути дальнейшего развития в данном направлении. Спасибо большое. Я надеюсь, в принципе, да, параллельно у нас очень много создаются платформ, и в этом направлении двигается несколько организаций, скажем так, да, с разных сфер. Поэтому сейчас надо правильно принять решение и получить максимальный эффект от наших усилий. Спасибо большое. Алексей Васильевич. Спасибо, коллеги. Друзья, ну что ж, настало время завершать всю нашу сессию сегодняшнюю, весь наш цифровой день, весь наш форум. Я, к сожалению, не вижу, по-моему, у нас Анатолий Аскалонович уже не подключен, да, поэтому... Ну, если возможно, Петр Васильевич, тогда несколько слов, наверное, резюмирующих с вашей стороны, и будем подводить уже окончательные итоги нашей сессии, которые, я уверен, будут иметь большое продолжение. Да, Анатолий Аскалонович, он отключился, там к руководству, да, вызвали, так скажем, все госслужащие, люди, так скажем, в какой-то части подневольные, есть своя работа определенная, но максимально времени, ну, сколько он смог, он выделил. Я думаю, он погрузился достаточно. По рабочим столам я посмотрел, так скажем, походил, погулял, постарался посетить все. Обсуждения были, конечно, разного уровня, и имейте в виду по плотности, так скажем, ну, по активности, да, но разговор, я так чувствую, получился, особенно там в образовании, понял, да, в госуправлении. Надеюсь, из этого разговора что-то более такое осязаемое выйдет в части сотрудничества, каких-то конкретных проектов. Мы все знаем и уважаем компанию Сбербанк, вот, и думаю, их компетенции именно вот по части цифровой трансформации, задача, которую определил на сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин в новом указе 474, что цифровая трансформация является одной из национальных целей. Вот, поэтому цифровизация, ну, поднята, так скажем, на беспрецедентно высокий уровень. Поэтому большое внимание уделяется. И сегодня мы, как скажем, обновляем состав проектного офиса, о котором мы сейчас общались в комнате по МинЖКХ.
Министерства ЖКХ, да, вот, и проектный офис возглавляет глава лично, да, и в каждом органе у нас есть определенно свои ответственные за цифровую трансформацию, в каждом органе получается. И благодаря вот этому распределению этой сетки, я думаю, мы более плотно сможем коммуницировать с органами по внедрению проектов. Не только Сбербанка, конечно, хотелось бы, но наших проектов, да, мы всегда и знаем, и любим наших резидентов. Вы сегодня убедились в этом, наши проекты посмотрели, и я, так скажем, обязан завершить именно на этой ноте, чтобы вы не забыли. Как правило, человек запоминает то, что сказали в последний момент, так скажем, да. Поэтому, коллеги, посмотрите обязательно наших резидентов и их презентации. Готов отдельно их собирать для вас, более подробно их разбирать, внутри смотреть, с ребятами, командами знакомиться. Мы готовы коммуницировать, контактировать для развития наших проектов. Поэтому я считаю, что форум получился. Сегодня на 7 часов, у нас 7 часов вечера уже практически, 55 участников. Это неплохо. Вначале у нас был пик 107, по-моему, участников. Это тоже считается нормально. Поэтому формат у нас, конечно, немножко такой, непривычный для людей, да, вот, удержать внимание в режиме онлайн, это не каждому дано, поэтому в очном формате, конечно, было немножко по-другому, но я считаю, что форум удался, надеюсь, полезно мои коллеги подчеркнули, все презентации, Алексей Васильевич уже сказал, мы отправим официально всем участникам наши презентации и презентации Сбербанка, чтобы вы дополнительно посмотрели, изучили. И в конце хочу поблагодарить моих коллег с министерства, вот Ариана Протопопова, помахай рукой, Алексей Евстафьев со Сбербанка, Кирилл Карпушкин, да, с IT-парка. Это те люди, невидимые помощники наши, да, которые помогли организовать данное мероприятие. Спасибо, ребята, и спасибо всем участникам, отраслевикам, что приняли участие, не пожалели времени, так скажем, да, и приняли активное участие в нашем форуме. Спасибо, ребята. Большое спасибо, Петр Васильевич. Совсем короткое ответное слово, если позволите. И я, с вашего позволения, начну с того, чем вы говорили, что хочется закончить, чтобы оно запомнилось. Начну я с тех обязательств, тех договоренностей крупными мазками, которые мы берем на себя. И первая из них – это подготовка обратной связи резидентам IT-парка, которые сегодня презентовали свои продукты. И отдельным здесь подпунктом, наверное, организация встречи по тем проектам, которые наиболее заинтересовали наших коллег, которые короткую обратную связь дали. То есть, соответственно, с подразделением SberX мы эту встречу в ближайшее время организуем, берем себе это в задачи на ближайший период. И, конечно, очень такой масштабная задача, которую нам надо реализовать, это подготовка итоговой дорожной карты по результатам работы всех дискуссионных столов порядка недели. Я думаю, на следующей неделе мы сможем уже ее вынести на рассмотрение Мининноваций. Дальше договоримся по порядку ее согласования и подписания. Я, конечно же, не могу не сказать слова огромной благодарности Мининноваций, Петр Васильевич, лично вам, Анатолию Аскалоновичу, за то, что вы эту идею поддержали, за то, что настолько сделали этот форум необычным даже для Сбера, что я уверен, что продолжение этого форума будет не только в результатах, которые появятся, уверен, в реализованных совместных проектах на территории Республики Саха-Якутия, но и наверняка появится немножко измененный новый формат взаимодействия в других субъектах федерации. Я абсолютно согласен с тем, что форум удался. Огромное спасибо всем участникам. Уверен, что за этой нашей сегодняшней встречей будут очень хорошие, большие свершения. Спасибо огромное. Всего доброго, коллеги. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.